Добрый день, уважаемые телезрители. Это телеканал Якутия-24. Новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Для ограничения социальных контактов президент России подписал закон о продлении начисления выплат на детей до марта 2021 года. Цифры дня. Сколько выявили заболевших коронавирусом за последние сутки по республике. Данные оперативного штаба. Крайний рейс. Из Мирнинского аэропорта в свой заключительный полет отправился самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса». Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до 3 лет. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября этого года. В этот период выплаты на первого или второго ребенка до 3 лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2 прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября вновь начала работать норма, согласно которой для начисления выплаты нужно подавать заявление. Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Правительство России выделит 5,5 миллиардов рублей для помощи с погашением ипотеки семьям с детьми. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Цитата: «Льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер госпомощи семьям с детьми», подчеркнул премьер. В течение года мы уже выделили на эти цели 35 миллиардов рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысячам многодетных семей, сказал председатель правительства. В Минтруде России готовят приказ, который позволит регионам ввести новую социальную услугу для граждан, проходящих лечение в стационаре и нуждающихся в постоянном уходе. Сегодня уход за маломобильными гражданами при госпитализации очень болезненная. Пациенты, которые поступают из отделений милосердия или интернатов для детей-инвалидов, не могут ограничиться только медицинской помощью. Несмотря на то, что Минздрав и Минтруд поручили субъектам в штатных расписаниях лечебных организаций предусмотреть ставки младшего медперсонала с обязанностью вести уход за такими гражданами, эти ставки не заняты в большинстве учреждений в силу самых разных причин, в том числе кадрового дефицита. Об этом констатировали в Минтруде. Чтобы исправить эту ситуацию, предложили регионам следующий алгоритм: в каждом субъекте определить медорганизацию для оказания помощи гражданам, нуждающимся в постоянном уходе. За сутки в республике выявили 189 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 105 случаев. Что касается районов, то в Жиганском Улусе 12 случаев, в Аймяконском 7, в Ленском, Намском районах по 6, в Алданском, Мирнинском и Нюрбинском районах по 5 случаев. Летальных исходов от ковид за последние сутки 2. За день в лаборатории республики провели 6122 исследования на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб. Необходимо обратить внимание, что сегодня один из последних дней ограничений, установленных по указу главы Республики Саха-Якутия. К вечеру будет объявлено о соответствующих мерах, которые будут определены в дальнейшем в нашей республике. Сохранение же масочного режима, сохранение социальной дистанции и все меры, направленные на защиту нашего старшего поколения, остаются и будут оставаться в приоритете действий органов государственной власти. За 4 дня в 14 районах республики, в том числе в Якутске, провели 614 рейдов по соблюдению мер противодействия коронавирусу. По их результатам выдано 84 предостережения и 19 предписаний по устранению замечаний. Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности зампреда правительства Михаил Никифоров. Составлено 42 акта комиссионного осмотра
27 протоколов об административном правонарушении. 15 административных дел направлены на суд, и далее по ранее рассмотренным 28 дел рассмотрены судом. Проведено всего 332 профилактических беседы. В том числе хотел бы отметить, административная комиссия со сводной группой Оперштаба города Якутска совместно с Министерством предпринимательства Республики Саха-Якутия проведено 515 выездных проверок. Из них 428 объектов торговли, 53 объектов общепита, 18 объектов бытовых услуг, 2 развлекательных центров и 14 фитнес-центров. Составлено всего 42 акта комиссионного осмотра, 16 протоколов об административном правонарушении, проведено 64 профилактических беседы. До конца текущего года в 4 районах Якутии планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции и строительства 5 мостовых переходов за счет Республиканского дорожного фонда. На сегодня завершено строительство моста через реку Тюганя в Кобяйском районе и реконструкция мостового перехода на реке Бере в Амгинском Улусе. До конца текущего года будут возведены и обновлены мосты вместе с подходами на реке Арахтах и ручье в Мирнинском районе. В Аймеконском районе мостовики завершают реконструкцию объекта через реку Теряхурях. Из Мирнинского аэропорта в свой заключительный полет отправился самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса». Это легендарное воздушное судно было разработано еще советскими конструкторами в 60-х годах. Многие знакомы с ним с самого детства, ведь именно Туполев связывал северные края с большой землей. Перед крайним, как принято говорить в авиации, полетом экипаж поделился со своими эмоциями со съемочной группой. Убираем механизацию, убираем закрылки 36 градусов. Последние приготовления перед вылетом. Авиатехники спешат проверить все системы, стюардессы подготовить салон. Вроде бы все как всегда. Только вот большинство пассажиров еще не подозревают, что через минуту в небо их отправит ни много ни мало легенда. Из аэропорта Мирного на заслуженный отдых отправляется последний Ту-154. Таких в гражданской авиации страны больше не осталось. И все же несколько авиаэнтузиастов даже специально приехали в Мирный, чтобы попасть на рейс, который войдет в историю. Я узнал о том, что будет этот рейс буквально пару дней назад. Я в тот же самый день купил билет, я из Петербурга поехал в аэропорт. Ну как, вообще один из ярких и интересных самолетов в нашей истории, считаю. И один из самых красивых вообще. Вот, поэтому, конечно, интересно на нем слетать. Вот я специально выбрала места еще во второй половине, чтобы посмотреть, там, как механизация работает. Авиатехники говорят, каждый экземпляр Ту-154 устроен одинаково, вплоть до винтика. И добавляют, но у каждой машины своя душа. Вот эта данная машина 85757 моя является самой любимой машиной. Она нигде не подвела. Ну, в плане чартерных рейсов выполняли международные полеты, в том числе вот Маврикий, Кипр, Бельгия. Нигде машина не повела, поэтому она самая любимая у меня есть. И вот Ту-154 навсегда покидает полосу родного аэродрома, прощаясь с ним своим фирменным звуком двигателей, который не спутаешь ни с каким другим. Самолет. Очень жаль, конечно, что он уходит. Свое он не доработал. Ну, в принципе, все. И те, которые порубили уже давно и убрали, они все не доработали свои. Ресурсы у них еще не мерены. 3 часа в пути пролетели незаметно. Аэропорт Новосибирска встретил самолет мокрым снегом с дождем. Пилоты говорят, добрый знак. Именно эта пушка теперь, скорее всего, навсегда останется здесь, в аэропорту Толмачева, Новосибирска. Ее коллеги еще послужат. Сейчас они состоят на вооружении военных России, Китая и Казахстана. Поэтому говорить о том, что эпоха Ту-154 завершилась совсем, наверное, пока преждевременно. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».
В Ленском районе полным ходом идет кампания по чипированию и биркованию домашних животных. Чип, например, для собак – это микросхема размером с крупинку, которая вводится под кожу, а для коров – это бирка. Благодаря этому у животного появляется электронный паспорт, и данные о ней занесены в специальную программу, доступ к которой имеют специалисты управления ветеринарии. Также могут предоставить этот доступ хозяину животного. Там прописаны данные владельца и все сведения о животном, кличка, порода, внешний вид, если это собака, информация о вакцинации или исследовании на инфекционные заболевания, если это крупный рогатый скот. Сейчас забирковали только 12 голов крупного рогатого скота в селе Иньялы. Основной охват начнется в ноябре, когда животные вернутся с выгула и будут находиться в стойлах фермерских или подсобных хозяйствах. А собак на сегодня зарегистрировано в районе свыше 50 штук. Услуга стоит 118 рублей для собаки и 83 с одной головы крупного рогатого скота. Эти устройства несут только одну вещь – это 15-значный электронный код, который вносится в программу, и в программе уже формируется электронный паспорт на животное. То есть для собак используется программа «Все звери», для крупного рогатого скота программа «Рекагро». Это федеральные программы информационные. Чипирование в основном проводится для обеспечения эпизоотического благополучия животных, для обеспечения качества продукции, если это касается сельскохозяйственных животных, и для контроля за передвижением этих животных по территории Российской Федерации. В Нерюнгри выбрали лучшего классрука. В течение 3 дней в режиме нон-стоп 13 классных руководителей демонстрировали жюри свое мастерство, защищая образовательно-воспитательные программы и проводя открытые уроки. Конкурсы прошли в 4 этапа, как в формате онлайн, так и очно. Продолжит наш корреспондент Екатерина Павлова. Конкурс профмастерства в цифровом формате. Сложно, но можно. Свои умения педагоги смогли продемонстрировать в 4 конкурсных испытаниях. Час общения с нестандартными формами проведения для детей, мастер-класс «Работа с родителями», защита программы развития детского коллектива на методическом семинаре и открытая дискуссия. У нас 14 было участников, у нас всего 19 образовательных учреждений. Практически с каждого образовательного учреждения были представители, конкурсанты на этот конкурс. Это впервые в этом году у нас было так много желающих в таком количестве. Обычно у нас это 7-8 участников, в этом году 14. И считаем, что это большой сдвиг вперед, когда есть желание побеждать, чему-то учиться и обмениваться своим опытом. Звание «Самый классный 2020 получила Татьяна Усинская, учитель информатики, классный руководитель информационно-технологического лицея 24. Татьяна Сергеевна работает в школе более 20 лет. За эти годы в роли классного руководителя провела в старшую жизнь 3 выпуска. Считает свою работу самой лучшей. Когда ты видишь детей, ты видишь их улыбки, лица, да, вот они бегут тебе утром, и ты понимаешь, что ты им нужен. И поэтому вот эта работа наполняет смыслом твою жизнь. Ну, естественно, твоя семья. Ну, а сам конкурс мне очень понравился подход жюри. Мне понравилась доброжелательная обстановка, настрой жюри на то, что мы делимся опытом в первую очередь, а не определяем, кто из нас лучше или хуже. Это обмен опытом. Участницы конкурса считают, что быть классным руководителем не должность, а призвание. Если с учеником нашел общий язык и взаимопонимание, то это уже высшая награда для любого педагога. А приятное поощрение для конкурсанток после всех испытаний – это дипломы и денежные премии, которыми их наградили по итогам конкурса. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Это были новости. К этому часу оставайтесь на телеканале Якутия-24. Наши корреспонденты неустанно следят за развитием событий, а вы берегите свое здоровье, носите маски. Удачи вам!